рано, больно, можно претерпеться. Ведь если боль в тебе самом одно, но как терпеть, когда другому сердцу твоей боль мучиться дано? От первой пули он упал, но встал и побежал вперед. Вновь обожгло. Вторая. Фатых, лежал бы ты и рану бы зажал, а там, глядишь, солдат, прощай передавая. Но нет. Встает, чтобы сделать новый шаг. Его любовь к отчизне поднимает. И третья пуля. И ликует враг. И, падая, Фатых всю землю обнимает. Мы сейчас находимся в одном из 15 фортов, которые окружают город Калининград. Они были построены в 1780 году, и они служили обороне Кёнигсберга. В 1945 году, во время Великой Отечественной войны, эти форты были использованы фашистами как оборонительные мощные линии. Они были до зубов вооружены, и во время одного из боев на подступах к Калининграду, к одному из таких фортов, пал великий татарский поэт-воин Фатых Карим. Погиб выдающийся татарский поэт Фатих Карим, память о котором до сих пор чтится на этой калининградской земле, так далеко от его родины. Ему посвящены выставки, мемориальные доски. Каждый год собираются почитатели его таланта и читают его стихи. Человек, который хотя бы один день провел на войне, уже герой. Но который не вернулся с войны, он дважды герой. Можно бесконечно много говорить о нем, о его стихах, покоривших тысячи сердец, о безграничной любви к жене и 2 дочерям, о беззаветной дружбе, которую он дарил многим, о его мечтах. Но лучше всего о нем расскажут его жизнь и поступки. То, каким будет человек, определяется в детстве. Облаками, солнцем над головой, ветром и сказками, которые рассказывают родители перед сном. Фатых Карим родился в семье муллы Ахмеду Али. Его мама и отец знали, любили стихи, даже придумывали. Я уверен, что поэзия родилась в этой семье одновременно с материнским словом, с песнями. Это атмосфера знания, литература, духовность. Это приоритет для моих земляков, особенно для этого. Я убежден, что это неповторимые края. И если бы не природа Демы и нашего Кашбулярского района, Эйтовских степей и холмов, может быть, другим поэтом был бы Фатых Карим. Эпические поэмы о Юсуфе и Зулейхе, Урал-Батыре, о Рустаме, истории о похождениях Бахрама-Гура, стихи Руми, Низами формировали из маленького мальчика того самого Фатиха Карима, которого мы теперь все знаем. Они научили его любить родину больше жизни. Наконец 19-го, начало 20 веков приходит невиданный до ныне взлет татарской литературы, который по праву можно назвать «золотым веком». В это время начали издавать сотни татарских газет, журналов, книг такие писатели, поэты и драматурги, как Гаяс Исхаки, Дертман, Габдулла Тукай, Карим Тинчурин, Галяскар Камал и многие-многие другие. Именно они подняли планку татарской литературы на недосягаемую ранее высоту. И, казалось, этому взлету не будет предела. Но Октябрьская революция 1917 года похоронила все эти надежды. Началась гражданская война, печально знаменитый голод в Поволжье. Тут людям было не до искусства. Лишь бы самим выжить и прокормить детей. 30-е годы были неимоверно тяжелыми годами для жизни, но очень плодотворными
для творчества, для творческого осмысления, ибо все там переворачивалось, все менялось, заново строилось. Был огромный такой духовный подъем народа. Фатих Карим с самого детства начал писать стихи. И, наверное, не было ни одного мгновения жизни, которое он помнил, чтобы он провел без поэзии. Стихи были его жизнью, а для жизни ему нужно было больше воздуха. И он уехал в Казань, чтобы дальше совершенствоваться. Ибо Казань в то время была центром не только татарской, но и всей тюркоязычной литературы. Они же были тогда молодые, им было там по 20 с лишним лет. И когда у них была возможность познакомиться с этой литературой, они, конечно, были увлечены, потому что они тоже были романтики. Фатих Карим был очень одаренным человеком. И он сам это чувствовал, он сам это знал. И поэтому его душа тянула все его существо в Казань. Он был одержим поэзией, одержим литературой. Эти годы – это годы коллективизации, годы индустриализации, годы культурной революции. И он писал актуальные темы современности. Вот таким образом он пока выполняет заказ партий, заказ вышестоящих органов. Конечно, эти поэмы в условиях 30-х лет были оценены положительно, потому что это как раз то, что требовалось от поэта. В 30-е годы как раз попали в годы перемен, в годы переустройства жизни, уклада жизни, переосмысления всего того, что было. Именно ведь в те годы, до Фатиха Карима, до Хади Такташа, до или во времена Маяковского, Есенина уже пытались сбросить с корабля эпохи и тома Пушкина, и Лермонтова и так далее. Вот все они это дело пережили. Не прошло и пары лет, как Фатих Карим ступил на булыжные мостовые Казани. И уже татарскую литературу 30-40-х годов 20 века нельзя представить себе без Фатиха Карима. Несмотря на то, что он стремительно ворвался на поэтический небосклон Татарстана, нельзя сказать, что его путь был усыпан розами. Казань, город, в котором он хотел воплотить свои литературные мечты, принял его отнюдь неблагосклонно. Начинал он карьеру с землеустроительного техникума. Не прибавляло ему очков и социальное происхождение. Его чуть было не исключили из комсомола. Но в конечном итоге талант и фантастическая работоспособность позволили ему занять подобающее место в поэзии. Его стихи стали популярны среди народа, а любовь народа – венец творческого успеха любого поэта. Каждый крупный творческий человек всеми фибрами своей души он связан со своей эпохой. И Фатих Карим был всеми своими кровоносными сосудами связан со своей эпохой. Его невозможно оторвать от своего общества, его невозможно оторвать от своей эпохи, своего времени. Я бы не сказал, что Фатих Карим был поэтом-революционером. Я бы сказал, что Фатих Карим, в жилах Фатиха Карима текла река эпохи, в мыслях Фатиха Карима была буря эпохи. Фатих Карим внес большой вклад в развитие национальной литературы. Но я хотел бы подчеркнуть другое. Фатих Карим не только татарский поэт, он советский поэт. И слово «советский» в данном случае означает не географическое понятие, не только вот так распространено на всю страну,
а по характеру творчества, по духу творчества, по взаимоотношению с литературами других регионов. Он нес в себе заряд именно этот, заряд поэта советской страны. Каким был человеком Фатих Карим? Казалось бы, стоит посмотреть на работы Творца, как сразу же станет ясно, кто он в жизни. Но ведь творцы – необычные люди. И то, что мы думаем о них, читая их произведения, и то, какими они были на самом деле, зачастую диаметрально противоположные личности. Так каким же он был, Фатих Карим? Я все время у многих писателей, которые еще были живы, которые помнили его, у родственников, я у всех всегда спрашивал, какой он был, какой он был. И однажды мне Сибхат Хаким сказал: ты знаешь, какой он был? Так задумался и говорит: он весь скрипел от чистоты. Фатих Карим в моей жизни сыграл и играет огромную роль. Если бы не было бы Фатих Карима, кем бы я был, каким бы поэтом, каким бы писателем я стал, на этот вопрос мне ответить очень трудно. Это ответят те люди, которые этот вопрос будут изучать специально. Но Фатих Карим для меня является образцом мужчины. Он является образцом семьянина. Он является образцом профессионализма в творчестве. И вновь внешние силы вмешались в ход истории. Все чувствовали, надвигается что-то такое тяжелое, страшное, темное, которое сразу и не осмыслишь. Вот в творчестве поэтов того времени чувствуется осознание или вот чувство приближения чего-то очень тяжелого. Проводимое Сталиным под лозунгом, провозглашенным в начале 30-х годов, усиления классовой борьбы, вся мощь тоталитарного государства обрушилась на страну. И миллионы людей были уничтожены, раздавлены и растоптаны во благо великого будущего, которого не было. Не минула сия чаша и Фатиха Карима. Формальным поводом для ареста стала его поэма «Аникин». И более чем на 4 года замолчал поэт. Не думал, что народ виноват, отдельные личности виноваты и ошибались. Вот. Потом Кавин Аджмижев, он сам я говорила, а потом уже, когда его освободили, когда вот точность, он же сам же и начал хлопотать, чтобы его освободили. Он признавался, что это он под нажимом, только признался вот в этом, что это его, на него надавили, он поэтому вынужден был сказать. Много раз писал он, в общем-то. И вот он же об этом тоже знал, наверное, и Кадрия Ханом много писали, вот, чтобы его оправдали, когда он еще сидел. И поэтому он, наверное, думал, что это ошибка была. Фатих Карим не был политиком. Фатих Карим был творческой личностью, он был писателем. Он в политические вопросы прямо не включался. И поэтому ошибок он не делал. И он это осознавал. Когда человек осознает, что он не совершил ни ошибки, ни преступления, он становится уверенным. У него появляется... Он становится настолько уверен, что его ни одна побочная сила уже не может сбить с панталыки. И чувствуется, что Фатих Карим все-таки, когда писал свои произведения, он не оглядывался назад. Он верил в то, что время идет по правильному пути, в правильном направлении. Он старался не отставать от времени в каждом произведении. Он задумался о политической стороне творчества только тогда, когда попал в репрессию.
пережив вот все эти ужасы, он уже понимал, наверное, что нельзя писать, что это уже явно, так сказать, это. Ну, а может, он и в душе верил, что действительно это ошибка вот того следователя, который вел это дело. Он был непорядочным человеком. Фатиха Карима потрясла немыслимость происходящего. Он был убежден, что это ошибка. И он писал письма в Генеральную прокуратуру, Верховный Совет. Однако прошло 4 долгих года. Ничего не менялось. Словно его вообще не существовало. Однажды, холодным осенним днем 1941 года, его, как и еще несколько тысяч зэков, погрузили на старую баржу, вывезли в открытое море и там затопили. Выжить смогли только 2. Одним из них был Фатих Карим. Война уже началась, заключенных было очень много. И с ними просто не успевали расправиться. Вот то, что он выплыл, я сейчас вот с позиции сегодняшнего дня, я так это расцениваю. У него была такая огромная воля к жизни, он так хотел жить, он так хотел вернуться домой, заниматься своим любимым творчеством, полностью освободиться, что он просто не мог себе позволить погибнуть. И он выплыл из этой ледяной воды. А когда их там 2 или 3 человека всего было, вот я все время думаю, вот он выплыл, но ведь его могли уничтожить. Даже выплывших вот этих людей их могли уничтожить, просто на месте расстрелять или утопить. Но случилось так, что как раз в это время в лагерь пришел документ о том, чтобы Фатих Карим послать в Казань на пересмотр своего дела. Случилось чудо, в буквальном смысле одно чудо на миллион. На повторном судебном заседании его оправдали и освободили прямо из зала суда. Фатих Карим выдержал все испытания репрессии. И он не сознался ни в одном предъявленном ему обвинении. И он оказался прав. Фатих Карим, когда говорил о своей поэме «Аникин», он говорил, да, там могут быть только художественные недостатки. Идеологических, идейных, нравственных недостатков там нет. Это, говорит, я осознаю, знаю сам. Там ничего предосудительного ни в моральном, ни в этическом, ни в политическом, ни идеологическом плане нет в поэме «Аникин». Впервые за 4 года он оказался за пределами ограниченного пространства, где ему нельзя было быть человеком. Эти открытые врата знаменуют собой новый этап его творчества – золотую эпоху. Но пока он этого не знал. Сейчас ему нужно было только одно – увидеть свою семью и детей. И вот измученный человек, совершенно простуженный, больной, он же через несколько дней уходит на фронт. Он не стал ни прятаться, ни под видом, что ему надо подлечиться или еще что-то. Вот в таком вот виде больной, измученный человек, он уходит на фронт. Потому что, как он сказал, Родина в огне, мое место на фронте. Я должен защищать Родину. Самым главным составляющим геройства, гражданского геройства и творческого подвига Фатиха Карима является как раз то, что он не затаил обиду на свою родину. На войне он не был писателем. На фронте он не был поэтом. Прежде всего, он был воином. В отличие от многих поэтов и писателей, прошедших всю войну в качестве военных корреспондентов. И творить Фатих Карим мог только в короткие промежутки сна, между длительными вылазками в тыл врага, так как он был командиром взвода разведчиков. И именно там, рядом со смертью, он обрел второе дыхание и бессмертие. Он воевал и писал, писал и воевал. Только за это время он написал 150 стихотворений, 8 поэм, 2 повести и 1 драму.
Это просто фантастическая плодовитость. Будь тогда книга рекордов Гиннесса, то он был бы в ней на первой странице. В каждом письме шел разговор о творчестве. И он написал: «Кадрия, не волнуйся, я, когда вернусь, я обязательно такие произведения напишу, что ты сможешь гордиться мною». Кроме своих рук и себя, он отдал в защите своей родины и душу. Ведь благодаря его творчеству поднимался дух нашего народа. Его стихи заставляли людей находить в себе новые силы, возвращали надежду, помогали встать с колен, когда уже, казалось, совсем не было сил. Он поднимал дух советских солдат. Он поднимал дух тыловиков, которые оставались в городах, в тылу. Он при помощи своих стихов перекидывал мост между фронтом и между тылом. Он был очень умный, интересный человек. Как мне кажется, он предчувствовал, что эта война – последний этап его жизни. Если долго хочешь жить, не думай о смерти, а думай о своей стране. Если будешь думать о ней, жизнь твоя будет долгой. Он защищал свою семью, детей от страшного врага. И ради них он всего себя отдал свою душу. Возможно, поэтому он уже не мог не умереть. И именно ради них он шел вперед даже после 2 ранений, навстречу 3-й пуле. Потому что верил, что только если он всего себя отдаст Родине, только тогда будет победа. И только тогда он их спасет. Конечно, если папа бы жив, я даже не знаю. Мне не выпало счастье жить с отцом. Прошло много лет. Той страны, которую он беззаветно любил. Той страны, за которую он, не раздумывая, отдал свою жизнь, уже нет. Людей, которых он знал, тоже нет. Сменилось 2 поколения. Но благодаря своим стихам он жив. Его помнят. На его родине, в Бишбулякском районе Республики Башкортостан, ежегодно проводятся литературные фестивали. Его именем названа школа, открыт музей. И дети читают его стихи. А что может быть лучше для поэта, если его стихи нужны людям? Его стихи читают. Hatın bulur, en dehşetli ılka kiremin. Şulay bulak olsa, yaşını da bugün sınlı topur kuremin. Min soğuşka kirsem düşmanımın, yüreğine tüzep atamın. Üzüm ölsem, balaların kala, benim ömrüm bulup vatanım. Kala dünya, kala bar matırlı, o şeşekler kala bunda, şeşeklerge direnir, izin kala, jırın kala. O'tgan yo'lda ulamikan o'kinishli tugul bu o'limning menga keluvi buyuk jiru buyuk vatan uchun suv boshqarlarida o'luvi.